И началом анализа 11 класса. И тема нашего сегодняшнего занятия — показательные уравнения, способы решения показательных уравнений и систем показательных уравнений. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего занятия — это узнать, какие уравнения называются показательными, изучить основные методы решения показательных уравнений и систем показательных уравнений, также учиться решать показательные уравнения и системы показательных уравнений. Давайте сначала узнаем, какие уравнения у нас называются показательными. Показательные уравнения — это уравнения, которые содержат неизвестное в показателе степени. Давайте рассмотрим несколько уравнений и поймем, какое из этих данных уравнений является показательным уравнением, а какие нет. Первое уравнение у нас x² минус 4x плюс 3 равное 0. Данное уравнение не является показательным, так как неизвестная переменная x у нас не находится в показателе степени. У нас есть x в квадрате, но 2 — это известная величина, постоянная. Второе уравнение у нас как раз таки является показательным. Если мы посмотрим, переменная x находится в показателе, основание которого 2. Например, 3 умноженное на 2 в степени x плюс 2 в степени x плюс 1 равное 10. Данное уравнение является показательным, так как x у нас находится в показателе. Следующее уравнение. X в степени 0,5 минус корень квадратный 4 минус x в четвертой степени равное x. Данное уравнение у нас также не является показательным, так как в данном уравнении в показателе не находится переменная x. Рассмотрим следующее уравнение. Синус от x² плюс 3 равное 1/2. Данное уравнение, сразу понятно, что это тригонометрическое уравнение. X возводится в квадрат, но в показателе у нас нету переменной. Поэтому данное уравнение также не является показательным. Следующее уравнение. 3 в степени 2x плюс 3 минус 9x равное 72. Данное уравнение у нас является показательным, потому что 3 в степени возводится 2х плюс 3, где х у нас как раз искомая переменная. Также 9 возводится в переменную степень х. Значит, данное уравнение у нас является показательным. Давайте, после того, как мы разобрались, какие уравнения у нас называются показательными уравнениями, а какие нет, давайте вспомним основные свойства степени действительных чисел. При любых действительных значениях x и y и a больше нуля, и a не равном единице, и b больше нуля, справедливо у нас равенство. a в степени x умноженное на a в степени y равно a в степени x плюс y. a в степени x деленное на a в степени y — это a в степени x минус y. a в степени x возведенное в степень y, тогда степени нужно умножать. То есть мы получим a умноженное a в степени x умноженное на y. Следующее. Когда мы возводим в степень произведения чисел, то каждый множитель нужно возвести в эту степень. То есть a умноженное на b в степени x можно записать как a в степени x умноженное на b в степени x. Когда частное возводится в степень x, нужно каждое и делимое, и делитель возвести в эту степень. То есть a деленное на b в степени x у нас будет равно a в степени x деленное на b в степени x. Также не стоит забывать, часто используем это частные случаи. Например, единица в любой степени x даст нам единицу. 0, также возведенное в степень x, также дает нам 0. А любое число в степени 0 у нас всегда будет равно единице. Данные свойства мы будем использовать при решении показательных уравнений. Давайте рассмотрим первый метод для решения показательных уравнений. Это метод сведения показательного уравнения к виду c в степени f от x равно c в степени g от x. Чаще всего при решении показательных уравнений необходимо свести их к виду c в степени f от x равное c в степени g от x. И в последующем решить уравнение f от x равное g от x. Но так как у нас основания будут одинаковыми, то и тогда показатели должны быть одинаковые. Здесь важно помнить, что c у нас какое-то постоянное число. Давайте рассмотрим самое простое уравнение. Решим уравнение 1000 в степени x равное 100. Здесь
Казалось бы, в какую степень нужно возвести в 1000, чтобы получить нам 100? Данное решение кажется сложным, но если мы вспомним одно свойство. 1000 — это 10 в кубе, а 100 — это 10 в квадрате. Давайте так и запишем. 1000 я записал как 10 в кубе. 10 в кубе степени х должно быть равно 10 в квадрате. Тогда, если мы раскроем скобки, то мы получим 10 в степени 3х равно 10 в квадрате. У нас получились одинаковые основания. 10 и слева 10, и справа 10. Тогда показатели у нас должны быть равны. То есть 3х должно быть равно 2, а отсюда х можно легко вычислить, это 2/3. Ответ у нас будет 2/3. Давайте решим еще несколько примеров. Решим уравнение. Вариант А. 97 в степени 3х минус 9 равное минус 4. И вариант Б. 34 в степени 2х плюс 3 равное единице. Казалось бы, сложные уравнения, но они решаются очень просто. Во-первых, решим первое уравнение. Так как 97 в степени 3х минус 9 никогда не может быть отрицательным, любое число а, если оно положительное, в какую бы степень он ни возводился, он никогда не может быть отрицательным. То есть 97 в степени 3х минус 9 больше нуля. То есть 97 в степени 3х минус 9 никогда не может быть равно минус 4. То есть наше уравнение не имеет решения. Ответ не имеет решения. Давайте решим второе уравнение. В данном уравнении давайте единицу я запишу следующим образом. Как 34 в степени 0. Тогда я получаю 34 в степени 2х плюс 3 должно быть равно 34 в степени 0. Мы помним, что любое число в нулевой степени у нас дает единицу. Тогда, так как и справа, и слева у нас получились одинаковые основания, то так должны быть равны у нас, соответственно, показатели. То есть 2х плюс 3 должно быть равно 0. Отсюда можно легко вычислить, чему равно х. Х будет равно минус 3 деленное на 2. Ответ у нас х равно минус 3 деленное на 2. Давайте решим следующее уравнение. 5 в степени х минус 4 и минус 25 в степени 2х плюс 3 равное 0. Здесь у нас кажется, что разные основания. То есть 5 в степени х минус 4 и 25 в степени 2х плюс 3. Но если мы 25 перенесем в правую сторону, 25 в степени 2х плюс 3, она перейдет со знаком плюс. И 25 мы запишем как 5 в квадрате. Тогда мы получим, что 5 в степени х минус 4 будет равен 5 в квадрате в степени 2х плюс 3. А данное уравнение решается уже проще. Раскроем скобки, и так как основания у нас одинаковые, равные 5, то должны быть, соответственно, равны их степени. То есть х минус 4 должно быть равно 2 умноженное на 2х плюс 3. Если раскрыть скобки в правой части, то мы получим 4х плюс 6, а слева у нас будет х минус 4. Поменяли их просто местами. Дальше. Переменную х справа перенесем влево, а число 6 из левой части перенесем в правую. Тогда мы получим 3х равное минус 10. Тогда х будет равно минус 10 деленное на 3 или минус 3,1 Ответ у нас минус 3,1 Давайте теперь рассмотрим следующее уравнение. Решим уравнение 16 в степени х минус 9 равное 1/2. Давайте 16 мы запишем как 2 в четвертой степени. Тогда мы получим 2 в четвертой степени в степени х минус 9. А 1/2 запишем как 2 в степени минус 1, так как минус 1 обернет двойку в знаменательную. А это будет равно тогда, если мы раскроем скобки, мы получим 2 в степени 4х минус 36 равное 2 в степени минус 1. Основания у нас одинаковые, значит, должны быть равны степени. То есть 4х минус 36 должно быть равно минус единице. 36 перенесем в правую часть, получим 4х плюс 35. Поделим на 4 обе части уравнения, мы получим х равное 35 деленное на 4, или это 8,3. Ответ у нас 8,3. Давайте решим еще одно уравнение. 4 в степени 3х плюс 1 умноженное на 625 в степени х деленное на 2, это должно быть равно 6400. Иногда в решении таких уравнений легче привести к одинаковым показателям степени. То есть, что мы делаем?
3х плюс 1 степень мы можем расписать как 4 умноженное на 3 в степени 3х, то есть плюс 1, который мы пишем как отдельно в виде произведения. 625 в степени х на 2 оставляем. Теперь давайте выразим, как 4 сначала возведем в куб, потом в степень х. То есть тогда мы получим 4 в кубе, это у нас 64. То есть мы получаем 4 умноженное на 64 в степени х и умноженное 625, это у нас 25 в квадрате. То есть тогда мы получим 25 в степени в квадрате и умноженное будет на х, деленное на 2. Двойка с двойкой у нас сократится, останется 25 в степени х. То есть мы получили 4 умноженное на 64 в степени х и умноженное на 25 в степени х. И у первого и второго множителя степени у нас получается одинаковые, степень х. Давайте тогда степень, наоборот, вынесем за знак скобки. Тогда мы получим 64 умноженное на 25 в степени х. И если мы поделим обе части уравнения на 4, в левой части уравнения у нас исчезнет четверка, а слева будет 6400, деленное на 4. Теперь 64 умноженное на 25 даст нам 1600. Мы получаем 1600 в степени х должно быть равно 6400 деленное на 4, также дает 1600. Отсюда сразу понятно, что у нас х должно быть равно единице. Ответ у нас единица. Давайте рассмотрим другой метод. Метод замены переменной. Решим уравнение 2 в степени 2х минус 3 умноженное на 2 в степени х плюс 2 равное 0. Здесь 2 в степени 2х и 2 в степени х как-то сгруппировать или их вынести за знак скобки у нас не получится. Поэтому сделаем такое упрощение. Я 2 в степени 2х запишу следующим образом. 2 в степени х и это все в квадрате. Минус 3 умноженное на 2х плюс 2 равное 0. То есть я 2 в степени 2х записал как 2 в степени х в квадрате. Теперь ведем замену. Пусть у нас t будет равен 2 в степени х. Притом не забываем, что t у нас должно быть больше нуля, так как 2 в степени х не может быть отрицательным. Тогда мы получим, подставив вместо 2 в степени х t в исходное уравнение, мы получим t квадрат минус 3t плюс 2 равное 0. Данное уравнение решается легко. Один из корней это будет единица, а второй 2. Мы получили совокупность решений. Теперь возвращаемся к исходным переменам. То есть 2х у нас должно быть равно единице или 2х равное 2. Из первого уравнения у нас понятно, что х должно быть равно 0, а из второго х должно быть равно единице, так как 2 в нулевой степени даст единицу, а 2 в первой степени это и есть 2. Ответ у нас 0 и единица. Мы получили два корня данного уравнения. Давайте теперь рассмотрим следующее уравнение. Решить уравнение 2 в степени 2х плюс 1 минус 5 умноженное на 2 в степени х минус 2 в степени х плюс 3 минус 24 равное 0. Прежде чем вводить какую-либо замену, надо сначала его упростить. 2 в степени 2х плюс 1 я распишу так. 2 умноженное на 2х в степени 2. И минус 5 в степени 2х оставляем. А минус 2 в степени х плюс 3 мы распишем как минус 8 умноженное на 2 в степени х. 8 это у нас 2 в кубе. И минус 24 равное 0. Теперь 2 в степени х во втором и третьем члене нашего уравнения можно вынести за знак скобки. Тогда мы получим 2 умноженное на 2 в степени х в квадрате минус 13 умноженное на 2 в степени х и минус 24 равное 0. Теперь пусть у нас t будет равен 2 в степени х, при том, что t у нас должно быть больше 0. Тогда мы получим следующее уравнение. 2t в квадрате минус 13t минус 24 равное 0. Давайте решим данное уравнение. Отсюда мы можем увидеть один из корней, это число 8. Тогда мы получаем t минус 8 будет равен 2t плюс 3 равное 0. Здесь мы можем найти два корня нашего уравнения. Первый корень это t равное 8, а второй корень t равное минус 3 вторых. Давайте перейдем к нашим переменным x. Тогда мы получим пару решений. 2 в степени x равное 8 и 2 в степени x равное минус 3 вторых. Первое мы запишем как 2 в степени x равное 2 в кубе, а второе не имеет решения, так как 2 в степени x никогда не может быть отрицательным. Поэтому данное второе уравнение у нас не имеет решения. Тогда мы получаем, что x
равное 3 – это у нас единственный корень. Ответ у нас x равное 3. Вообще показательное уравнение используется в очень многих областях науки. Давайте рассмотрим одну задачу из физики. В начальный момент времени масса изотопа m0 равно 50 мг. Период его полураспада t равен 5 минутам. Через сколько минут масса изотопа будет равна 12,5 мг? В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону m от t равное m0 умноженное на 2 в степени минус t, деленное на t большое. T большое – это у нас период полураспада. Это уравнение решается легко, если мы подставим исходные известные значения в нашу формулу. То есть мы должны получить 12,5 мг, то есть m от t у нас равен 12,5. В начальный момент времени масса изотопа у нас равно 50 мг, то есть m0 у нас 50. И это умножается на 2 в степени минус t, это время, за которое изотоп будет равен 12,5 мг. А это все делится на t, то есть период полураспада. Период полураспада у нас 5 минут. Делим на 5. Получили мы показательное уравнение. Решим его. Поделим обе части на 50. Тогда мы получим 2 в степени минус t деленное на 5 будет равен 12,5 деленное на 50. Если его упростить, то мы получим 2 в степени минус t деленное на 5 равно 1/4. 1/4 запишем как 2 в степени минус 2. Тогда мы получим следующее уравнение. 2 в степени минус t деленное на 5 равное 2 в степени минус 2. То есть мы получили, что основания у нас одинаковые, и слева и справа у нас основание 2. Тогда должны быть равны показатели. То есть минус t деленное на 5 должно быть равно минус 2. То есть отсюда мы получаем, что t равно 10 минутам. Ответ 10 минут. То есть через 10 минут масса изотопа станет равным 12,5 мг. Давайте теперь мы с вами рассмотрим, как решаются системы показательных уравнений. Для решения систем показательных уравнений используются аналогичные методы, как при решении показательных уравнений. Давайте рассмотрим следующую систему уравнений. 9 в степени x плюс y равное 729. Второе уравнение 3 в степени x минус y минус 1 равное единице. Давайте запишем данную систему в следующем виде. 9 в степени x плюс y остается, равное 729 мы распишем как 9 в кубе, потому что 9 в кубе у нас 729. А единицу мы напишем как 3 в степени 0. Тогда мы получаем 3 в степени x минус y минус 1 должно быть равно 3 в нулевой степени. И первое и второе уравнение системы у нас с одинаковыми основаниями. То есть в первом уравнении нашей системы у нас основание 9 и слева и справа, во втором уравнении у нас основание это 3. Тогда должны быть равны соответствующие их показатели. То есть это равносильно следующему уравнению. Системе уравнений. X плюс y равное 3, x минус y минус 1 равное 0. Решим данную систему уравнений. X плюс y равное 3 оставим. Во втором уравнении минус 1 перенесем в правую сторону. Тогда мы получим x минус y равно единице. Первое уравнение системы оставим, а второе уравнение системы запишем следующим образом. Мы возьмем сумму первого и второго уравнения соответствующих. Тогда мы получим x плюс x будет 2x, плюс y минус y сократятся, 3 плюс 1 – 4. То есть мы получаем 2x равное 4. Отсюда можно легко вычислить, что x у нас равно 2, а если x 2, то y должно быть единица, чтобы в сумме было 3. Ответ у нас 2 и 1. То есть x равное 2, а y равно единице. Давайте решим еще одно уравнение. Решим систему уравнений. 3 в степени x умноженное на 7 в степени y равно 63. И второе. 3 в степени x минус 7 в степени y равно 2. Давайте сделаем следующие замены. Пусть n у нас будет равен 3 в степени x, а m будет равен 7 в степени y. Почему мы вводим замену? Здесь невозможно их как-либо сгруппировать или где-либо сократить, или сделать основание числа с одинаковыми степенями. Так как данные преобразования здесь просто невозможно, мы вводим замену. То есть мы делаем следующую замену. n равное 3 в степени x, и m равное 7 в степени y.
Притом важно помнить, что и n, и m у нас должны быть больше нуля, так как 3 в степени x и 7 в степени y никогда не будут отрицательными. Тогда мы получим следующую систему уравнений. n умноженное на m равное 63 и n минус m равное 2. Во втором уравнении давайте выразим n. n у нас будет равен m плюс 2. И получившееся значение подставим в первое уравнение. Тогда мы получим m умноженное на m плюс 2 равно 63. Раскрыв скобки, мы получим m квадрат плюс 2m равное 63. Второе уравнение мы просто перепишем. Теперь давайте решим первое уравнение нашей системы. Тогда мы получим, что m квадрат плюс 2m минус 63 равное 0. Отсюда 63 это 7 и 9, скорее всего корни у нас либо плюс 7, либо минус 7, но подставив значение мы поймем, что один из корней это 7, другой минус 9. Тогда данное уравнение можно записать как m минус 7 умножить на m плюс 9. И найдем нашу пару решений. m равное 7 и m равное минус 9. Давайте сразу избавимся от лишнего корня. m равное минус 9 у нас не удовлетворяет условию, которое у нас прописано в начале, когда мы делали замену. m больше нуля. То есть переменная m у нас должно быть больше нуля, так как 7 в степени y у нас не будет отрицательным числом. Не может быть. Теперь подставим m равное 7 во второе уравнение системы. Тогда мы получим, что n будет у нас равен 2 плюс 7 равное 9. Мы получили нашу систему. Тогда получается, что 3 в степени x у нас должно быть равно 9, а 7 в степени y должно быть равно 7. Данное уравнение решается легко. X у нас должно быть тогда равно 2, так как 3 в квадрате даст 9, а y должно быть равно 1. 7 в первой степени это будет 7. Ответ у нас x равное 2 и y равное 1. Давайте решим следующее уравнение только у доски. 5 деленное на 7 в степени 4х минус 5. Это у нас должно быть равно 7 деленное на 5 в степени 4 минус 3х. Чтобы решить данное уравнение. Здесь у нас основания разные числа. Но если посмотреть, 5 седьмых и 7 пятых – это какое-то обратные числа. Тогда давайте второй знаменатель перевернем. То есть поменяем числитель со знаменателем, при этом тогда поменяв знак показателя степени. Так мы можем поступать. Есть у нас такое свойство. Да? А деленное на b в степени x – это все равно, что b деленное на a в степени минус x. То есть пользуемся вот этим свойством. Тогда что мы получим? 5 седьмых в степени 4х минус 5 будет равно 5 седьмых в степени минус 4 минус 3х. Мы получили числа с одинаковыми основаниями. Тогда должны быть равны их показатели. То есть 4х минус 5 должно быть равно. Давайте здесь сразу раскроем скобки, мы получим 3х минус 4. Так, тогда если мы 3х перенесем в левую часть, минус 5 перенесем в правую часть, мы получим 4х минус 3х должно быть равно 5 минус 4. 4х минус 3х даст нам просто х. 5 минус 4 даст нам единицу. Ответ у нас единица. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами узнали, какие уравнения называются показательными, изучили основные методы решения показательных уравнений и систем показательных уравнений. Также учились решать показательные уравнения и системы показательных уравнений. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!